Господа, у нас уже мы настолько выбились из графика, мало того, что без перерыва работаем, как я сказал, написал, героически трудимся без перерыва. Я прошу немножко регламент соблюдать и предоставляю слово нашему крайнему, по-другому скажу, докладчику Александру заключительному Александру Викторовичу Гигальчу. Прага. Александр Викторович, пожалуйста, извините, что мы вас так долго томили. Точно томили, так что дотомился уже. Но с интересом узнал, что, например, для фонда защиты я не соотечественник и ни на какую помощь рассчитывать не могу. А кто же они, эти загадочные соотечественники? Это что, русские или российские командировочники? Или беженцы, которые в 90-е годы бежали из советских республик? Или диссиденты с русским паспортом, насмехающиеся над Родиной? Или экономические мигранты из России, или просто люди, имеющие какое-то отношение к русскому посольству. А кто я? Я русский второго сорта. Уже давно, понимаете? Почему я оказался отрезанным, этот русский, эмигрировавший в свое время в Чехию, или вернее, убежавший в Чехию из Украины, я теперь не могу получить русское гражданство. Его может получить Жерар Депардье. Он хороший парень, но нет в нем ни русской, и, как полагается, украинской, и татарской крови, как во мне, понимаете? А я не могу, кстати, напомнить о попытке ввести карту русского. Это было более 20 лет назад. А она полностью провалилась. От нее отказываются, например, Польша, Румыния, Венгрия. И есть проверенная практика двойного гражданства. Причем проверенная там, у русских депутатов, у украинских чиновников. Причем ведь двойное гражданство не обязательно должно включать, например, пенсионную поддержку. Мои товарищи русины в Чехии уже венгры по паспорту. При этом они остаются и украинцами, но в меньшей мере чехами, потому что в Чехии получение гражданства достаточно сложная процедура. Но важно, что эти новоявленные граждане Венгрии при этом не должны переезжать в Великую Венгрию. Да, Венгрия строит Великую Венгрию. Эта маленькая страна является примером борьбы за своих. А в нашем русском зарубежном обществе, и это подтвердил господин Поздоровкин, сложилась ситуация, когда не работает знаменитый девиз «Русские своих не бросают». Еще как бросают. Это сводит на нет все правительственные заявления, и заявления активистов из патриотических кругов. Потому что мне, например, было куда надежнее найти защиту не в России, а в Чехии, когда я отказался от украинского гражданства, вернее, вынужден был отказаться от украинского гражданства. И год ходил гражданином без гражданства. Вы себе не представляете прелесть этого состояния, гражданин без гражданства. Совершенно отрезанный от любого общества, не могущий въехать в любую европейскую страну. Поэтому я стал гражданином Чехии. Слава Богу, конечно, я должник перед чешской. Я здесь представляю, Чехия, кстати, есть традиция более чем столетней давности поддержки русской эмиграции. И не только на кладбищах, а и в жизни. Я представляю здесь Международный фонд «Русская премия». Это чешская НКО. Я обращаю внимание, что это не московский проект «Русская премия», который стартовал случайно вместе с нашим в 2005 году. Нас иногда путают. Но у меня нет никаких финансовых завязок с русским миром. Я не получаю ни зарплаты, ни в коем случае не перевожу это как-то на вас, но я не получаю ни зарплаты, ни грантов. Я сам финансирую прорусские акции. Величина нашей русской премии зависит от состояния семейного бюджета и настроения моей жены, тоже, слава богу, русской. Наш проект начался в Подкарпатской Руси, он распространяется на русских и русинских поэтов и писателей такой виртуальной Подкарпатской Руси, а
русины и русские, как известно, в очень многих странах. И в Венгрии, и в Польше, и в Словакии, и в Чехии, и в Воеводине. То есть это такой большой проект. Наш проект, кстати, московский проект, он, который поддерживал писателей близкого и дальнего зарубежья, он в 2016 году закончилось финансирование. А наш сугубо частный проект удержался на плаву. Правда, в 2010 году мы получили грант Русского мира один раз за 16 лет, а 15 лет мы едем на свои. Так вот, за 16 лет у нас примерно 20 лауреатов, 20 дипломантов и призеров из такой виртуальной подкарпатской Руси, из Украины, Молдавии, России, Белоруссии, Венгрии, Чехии, Израиля, Румынии. Проект он сразу попал под обстрел националистических кругов Украины, потому что мы русские, русины, сепаратисты, все. А я еще имел, так сказать, смелость и неосторожность побывать в Луганской Народной Республике как раз в самом таком военном состоянии. И езжу в Крым. Я координатор общества друзей Крыма в Чешской Республике. Так вот, у нас было как-то еще плохо, но то, что творится в последние месяцы, может быть, вы, наверное, этого не заметили, а ведь произошли, например, такие знаковые события, что Национальный союз писателей Украины объявил санкции против писателей и поэтов. Интересно, что, поддерживающих русский мир. Интересно, что в том числе эти писатели и поэты могут жить в Зимбабве, в Лаосе, в Мьянме, в Судане. Но все враги народа попадают сразу, и участники, во враги народа попадают и участники мероприятий. То есть все связанные со страной-агрессором. То есть, например, любому из наших лауреатов и призеров теперь могут быть многочисленными мовными омбудсманами, добровольцами предъявлены обвинения в коллаборации с врагами. Поможет ли нам фонд защиты соотечественников? Риторический вопрос. И это уже действует. Несколько кандидатов на премию 2021 года уже отказалось от участия в конкурсе. У них есть дети и внуки. А особенно сложно с творческой русинской молодежью, с которой мы работаем. Мы учредили специальный приз для них, но они уходят в украинцы. Они очень прагматичны. Я не скажу, что их можно легко купить, но они хотят издаваться, хотят свободно жить, относительно свободно жить в стране. А теперь вот, например, говорю, они переходят в украинцы, а теперь в связи с этой националистической истерикой этот процесс станет еще более интенсивным. И так вот умирает на наших глазах русинский язык, ради поддержки которого была создана несколькими частными лицами наша русская премия. И этот язык в Центральной Европе выжил в разных культурах в течение 1000 лет, понимаете? О мягкой силе. Я здесь во многом повторюсь, но, так сказать, хотел бы обратить внимание на вид из Чехии. Вот представьте себе, восторженный молодой русинский поэт получает здесь грант. Вроде как литературный, но на самом деле политический. Для русского и русинского мира это, скорее всего, конченый человек. Грант, а точнее организации его получающие от властей Чешской Республики, Европейского Союза, немецкого фонда Гёте, от соросовцев, от Организации Соединенных Штатов и реализующие его обязательно будут русофобскими. Таков политический расклад сегодня. И такова суть зарубежных проектов. На самом развале СССР я участвовал в длительной экономической стажировке советских менеджеров в Германии, в Европе. И что? Это был проект экономического шпионажа в пользу европейских фирм. Я был, по-моему, самым старшим и полностью уже сложившимся советским человеком в большой группе этих молодых, этих менеджеров, поэтому вербовать меня было трудно. Хотя в экономическом смысле я с лихвой вернул немцам все деньги, затраченные на мое рыночное образование. Но основная масса
в этой группе была молодыми людьми, мечтающими о высоких позициях и заработках у мировых лидеров, и поэтому готовых на все тяжкие. Я довольно активный член чешского общества. Я бизнесмен, веду русскую премию, участвую в русинских проектах, сотрудничаю с народническими партиями, помогал, например, ЛДПР наладить связи с местными народниками. Я был кандидатом в Европейский парламент, я координатор общества друзей Крыма в Чешской Республике, но мне ничего не известно о русских грантах для чешской, немецкой, австрийской молодежи, о системном, заметном, рекламируемом наборе студентов из европейских стран или из африканских. А я хорошо помню, когда я жил в студенческом общежитии на Стромынке, кто еще помнит такое из москвичей общежитие, или на Соколе в Москве, можно было встретить молодых людей со всех континентов. И создавался так круг наших друзей, круг русского мира. Долговременного влияния не хватает, понимаете, то, над чем работают американцы. Конечно, вопрос часто упирается в деньгах, но ведь, наверное, еще существуют схемы, существуют типы подготовки. Отвратительные события в Праге со свержением советских памятников заставляют также обратить внимание на некоторые аспекты русского постсоветского зарубежья. Это некоторая робость русской дипломатии. Украина и та раздает персональные санкции. Я под персональными санкциями. Я не въездной в Украину. Маму хранил по телефону. Китай действует бескомпромиссно, а Россия, всем известно, что дипломаты, например, не могут сделать ни одного резкого движения в Чехии, ибо идет борьба за поставки на ядерные станции. А Китай делает резкие движения, раздает здесь санкции. А раз идет борьба за поставки на ядерные станции, то надо обязательно напомнить, что Помпео уже предупредил чехов, что недопустимо связывать ядерную судьбу с недемократическими режимами. И чехи, конечно, прислушаются это. А во-вторых, я бы еще напомнил такую черчиллевскую поговорочку. Выбирая между войной и позором, выбираешь позор, тот получает и войну, и позор. Это, конечно, уже не в компетенции русской премии, но это знание, такой взгляд русского человека из Чехии. Спасибо за внимание. Александр Викторович, спасибо. Вы и аналитик, и поэт, и трибун в одном лице. Вы, как всегда, просто ярко выступаете. Мигрант пришлось так. Да. Ну, с Александром Викторовичем мы давно обсуждаем эти проблемы, и снос памятника Коневу, и украинизация русинов, и так далее, и тому подобное. Ну вот, мне кажется, тот опыт, которым обладает русский человек, живя в одной из стран Европейского Союза, Центральной Европы или Восточной, так называть, он очень ценен для нас, потому что это опыт изнутри, опыт в стане противника, к сожалению. Чехия, конечно, не в полной мере наш противник, но, по крайней мере, она в лагере врага. Да. Поэтому, я думаю, вот опыт русского в Чехии очень ценен, и надо как-то его использовать. Пытаюсь тоже использовать. Да, конечно. Ну, буквально тоже, как всегда, 2-3 слова поблагодарить Александра Викторовича, мы уже заочно знакомы, с ним участвовали, за это яркое выступление, как всегда, действительно метафоричное, правильное, жесткое, все правильно, то, что надо слышать нашему МИДу. И я, собственно, к вопросу о практических предложениях, я считаю, что русины должны считаться русскими соотечественниками, вот, и должны входить, и вся работа по соотечественникам должна быть максимально соотнесена с русинами, в смысле русинские организации должны быть максимально соотнесены с системой русских соотечественников. Ну, кстати, к вопросу о демографической подпитке, то, что говорил Богдан, демографической подпитки, ну, там, из нашей русской диаспоры за рубежом, вот я лично в Александре Владимировиче Викторовиче вижу такую подпитку, вот минимум губернатора какого-нибудь нашего региона, вот все бы у нас были такие губернаторы и политики. Жить бы было полегче. Так что ждем гостя, Александра Викторовича. Не бойтесь меня пустить к себе, хотя у меня и тут работы хватает. Да. Я еще... У нас на Колыме, как говорится, заходить. Я, если позволите, еще реплику скажу. Раз
речь зашла о русинах, вот наш общий с Александром Викторовичем. Вы с Михаилом Фейсой знакомы, Александр Викторович? Да, Михаила Фейса. да, Да. 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 Вот Кирилл Владимирович его хорошо знает. Михаил Фейса приезжал на нашу русинскую конференцию в Ростов-на-Дону в декабре 2008 года. И помню его выступление, такое очень эмоциональное, он такой южный человек. И он говорил примерно следующее, если так свести к одной фразе. Украина раздает через одного должности, почетные титулы, там, член Академии наук Украины, не говоря уже о грантах. А мы, те немногочисленные русины, представители элиты русинской, образовательной, научной, в глаза не видели, к сожалению, представителей и научных, и академических кругов, и дипломатических тоже. То есть Украина, мы привыкли над ней свысока посмеиваться. Я эти смешки воспринимаю как оскорбление, как пример высокомерия и глупости. Украина нас делает, к сожалению. Не только МИД, нет. И научное сообщество, и экспертное сообщество. В том числе в русинском вопросе. В 2008 году, когда приехали представители русинской общественности, у них они были преисполнены надежды. А теперь они стали украинцами. Вот вы мне об этом неоднократно рассказывали. Существовал интереснейший проект американский на поддержку русинов. Вот специально были выделены огромные деньги на поддержку русинов сразу в нескольких странах под американской крышей. Это такой, знаете, вот все эти страны вошли в НАТО, кроме Украины, понимаете? А за Украину вот тоже очень интересно, что деньги на украинских русинов, на Подкарпатскую Русь, на Закарпатье выделялись до того момента, пока Россия не откололась пока Украина не откололась от России. То есть это был проект поддержки через русинов отколоть Украину от России. Как только Украина откололась, финансирование почти прекратилось подкарпатских, то есть украинских русинов прекратилось. Зачем? Зачем тратить деньги? А в других странах продолжалось, потому что там нужно было раскол продолжать вносить, а на Украину уже нельзя было вносить. Очень интересный такой политтехнологический проект. Кому интересно будет, могу персонально поговорить.